Это обычный полиэтиленовый пакет, его мы используем каждый день в быту, в работе, везде и всюду. Без него не обходится ни одна хозяйка. В целом его важность в общественной жизни неоспорима, да и к тому же он недорогой, удобен в использовании. Такой метод хранения продуктов, мусора, к нам пришло еще в 90-е, понятно, из европейских стран. Мы быстро переняли этот опыт, позже начали производить и реализовывать одноразовые пакеты. Не все знают, какой вред он наносит людям, животным и природе. С дна озера мы достаем пакеты, пластиковые бутылки, хотя это наша жемчужина, и мы должны заботиться о ней. Сейчас, конечно, трудно представить жизнь, особенно женщины привыкли удобно использовать в быту. Но зарубежные страны уже отказываются от этого мусора, а мы храним в них продукты. Например, в Беларуси уже не используют эти целлофановые пакеты. Экологию губим, а у нас нет. Мы даже размораживаем продукт в этих пакетах, какой там яд, не представляя. Запретить собираются с 2021 года. Если уменьшить объем пластикового мусора, то можно сохранить свое здоровье, уверены инициаторы. Вопрос экологии в парламенте поднимается чуть ли не каждый четверг в разделе «Разное». Но безрезультатно. Тема обширная и требует времени, чтобы свыкнуться с мыслью. Да и люди должны привыкнуть к тому, что возвращаются те старые добрые времена, когда за продуктами людям приходилось идти со своим тряпочным или же бумажным пакетами. Зато чисто и без вреда окружающей среде, считают специалисты. Это не означает, что мы полностью отказываемся от пакетов. Нет, эти пакеты будут. Единственное, сырье, из чего она изготавливается, она меняется. Теперь она будет не из полимера, а из крахмала или из кукурузы. То есть это сырье, которое разлагается. Разлагается в течение 1-3 месяцев. Есть такие, которые материалы, но максимум в течение 1 года она разлагается. А полимер, чем он хуже? Тем, что он 400-500 лет вообще не разлагается. И его вред приходится как для человека, так и для окружающей среды. В год наши производители выпускают примерно 320 тонн пакетов. Больше половины уходит на импорт. Закрытием этих производств можно нанести ущерб работникам и предпринимателям, которые трудятся в этой сфере. Кормят семьи и как-то зарабатывают. Это грозит, потому что в стенах Джогурку-Кенеша уже говорят об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки и уже одобрили документ в первом чтении. Планета переполнена пластиком, одноразовым пластиком, который уничтожает полностью нашу экологию. Поэтому в Кыргызстане должен быть поэтапный запрет пластика, то есть в течение 4-5 лет программа, которая будет сперва один вид пластика запрещать, другой. И так бизнес, который создает упаковочные материалы, будет потихонечку готовиться к тому, чтобы от одноразового пластика перейти в многоразовый. И те же экоматериалы, которые будут растворяться в природе. Поэтому, мне кажется, этот закон важен, и очень жаль, что очень долго тянут с этой ситуацией. Мусороперерабатывающих заводов в стране нет, но есть 450 мусорных полигонов. Каждый день там сжигают мусор. Его дым очень вреден экологии и здоровью граждан. Закопать их нельзя, они по 450 лет не разлагаются, говорят экологи. Между тем, в мире в день реализуется 1 миллион пластиковых бутылок, а за год мы используем больше 5 триллионов целлофановых пакетов. Пластиковые отходы сегодня настоящая угроза для глобальной экологии. Понимая все это, ряд стран уже отказался от использования полиэтиленовых пакетов и пластиковой посуды. А по прогнозам экспертов, Кыргызстану понадобится еще 5-6 лет, чтобы понять, насколько они вредны, и отказом начать заботиться об экологии. В первую очередь нужно общественность приучить к этому и проводить информационную кампанию, ну и, конечно же, дать альтернативу, считают экологи. Элиза Балбакова, Телек Джуматаев, Нью ТВ.